В кабинете декоративно-прикладного искусства всегда тихо. Маленьким рукодельницам некогда переговариваться. Они ловко орудуют тонкой проволокой и бисером. Свой творческий путь девочки начинали с самого простого – плетения браслетов и игрушек. Сейчас задачи немного сложнее. Юные мастерицы, к слову, закончили осенние поделки – корзины с тыквами. Раньше мне негде было делать поделки. Здесь я нашла себе друзей, и здесь очень интересно заниматься. А расскажи, что ты сейчас делаешь? Цветок из бисера. Я делаю вот это вот зайчика-прыгунчика. Ага. А что еще? Я делаю вот такой вот кружочек. И вот такой вот птенчикой. А как ты его сделал? Надо на пальцы нитку закрутить, потом отвязать ее и что-то еще? А вот в актовом зале о тишине не слышали. Здесь ребята отрабатывают вокальные техники, преодолевают страх сцены и учатся петь. Все это под руководством опытного воспитателя. Кстати, в ДК есть все необходимое для вокальных занятий. Микрофон, колонки, освещение для сцены, музыкальные инструменты. Зал вмещает в себя около 200 человек. А в соседнем кабинете оттачивают уже танцевальные навыки. Хеда – одна из лучших учениц в группе. Объясняет успех тем, что с самого детства занимается хореографией. Дома я увлекалась. А расскажи, как так получилось? В 4-5 лет мама и бабушка я говорила им показать, как они танцуют. И так я видела и запоминала, как они так руками. Вот. И получается, тебе легче всего в кружке учиться, да? Да. ДК в селении Берд-Юрт открыли год назад благодаря нацпроекту «Культура». За это время Дом культуры собрал около 60 учеников. Многие из них посещают сразу несколько кружков. Педагоги делают все, чтобы помочь ребятам развивать творческие навыки в разных направлениях. И рисование, выразительное чтение, стихов в том числе. Нравится. У меня друзья появились. И нравится. Все. А чем ты любишь заниматься здесь? Рисовать. Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое, это все мое родное, это родина моя, всех люблю на свете я. За такой короткий промежуток времени ДК успел заявить о себе на различных творческих площадках. Так, Дом культуры получил приз за лучшее оформление и подготовку территорий к Новому году по Сунжинскому району. Проводилось мероприятие ко Дню Республики Ингушетия, мы проводили мероприятие. Итак, тут собирались и по памяти 23 февраля такие мероприятия тоже были. В Доме культуры работает 4 творческие секции. Это хореография, ИЗО, декоративно-прикладное искусство и вокал. Сейчас подопечные всех кружков заранее готовятся к большому новогоднему мероприятию. Хава Гайзикова, Рамазан Зурабов. Новости 24.